Этноисполнительница и мастерица игры на хомусе Юлиана Кривошапкина в эти дни активно работает. Она не только гастролирует, но и проводит мастер-классы, 10-дневные курсы по обучению игры на хомусе. Желающих хватает. Самой маленькой ученице Юлианы всего-то 5 лет. Да, самый маленький ребенок – это 5-летняя девочка, 7-летняя, 8 и больше, старше, да? А насчет девочки 5-летней, она на самом деле, ее мать тоже играет на хомусе, она педагог, она преподает в нашем музыкальном колледже. Ее выпускники – это нынче работающие хомусисты группы Айрхан, так как она сама тоже ученица Альбины Михайловны Дегтяревой. Вот, и девочка сама тоже, ну, Вероника, ее мама, говорит, что всегда хотела научиться играть, но это как, ну, мать – это мать, отношение совсем другое, да. А почему она ко мне привела? Потому что, как бы, она посерьезнее, ну, со мной будет заниматься, как бы. Вот поэтому она дала мне ее. Вот, за 10 дней она очень хорошо стала играть, потом еще на 10 дней еще захотела она заниматься, и вот сейчас она уже выступает. У каждого, кто приходит на курсы, есть своя серьезная мотивация. Кто-то хочет представить культуру своего народа при выездных соревнованиях, кто-то хочет поздравить близких с юбилеем, а кто-то сам мечтает достичь такого же мастерства, как у Юлианы. Сама Юлиана родом из села Эльгей Сунтарского улуса, что и предопределило ее будущее. Сунтарская земля издревле славится своими талантливыми исполнителями и собирателями якутского фольклора, олонкосутами, сказителями. Мне первый хомус подарили, когда мне было 7 лет. Моей бабушке хомус подарила мама моя мне. Так как я ее живьем не видела, бабушку, но по рассказам матери, она всегда, бабушка всегда играла на хомусе, когда гости приезжали, они, у дороги жили, и всегда гости заходили к ним в гости, чай пили, отдыхали по дороге, и бабушка моя всегда на хомусе играла, таюк пела, песни пела для них, как концерт сама вот. Юлиана известна далеко за пределами нашей Якутии. Вот и скоро она собирается к своим друзьям, единомышленникам в Казахстан, где скоро увидит свет ее новый альбом. Пишем мы с алматинскими, ребята, музыканты из Алматы города, у них стиль электронная музыка, но разные стили они смешивают, и, в общем, очень интересно получается у них. И с ними пишем мы альбом я, они и еще Радик Тюлюш, всем очень известный тоже этно-певец, музыкант, горловик, мультимузыкант. Он тоже по миру колесит, многие знают его. Он бывший солист рок-группы Ятха, всеми любимого наш Якутия очень любит их, так как они всегда на Табык приезжают. И сейчас он работает одним из солистов группы Хунхурту, тоже по миру очень известный. И сольно он тоже занимается музыкой, творчеством. Ясненько. А вообще альбом, когда-то вот есть срок выхода альбома или нету? Сроков нет, так как мы... Это оказывается, очень сложно, мы не хотим халтурить, поэтому и это не коммерческий такой проект, а мы сами от всей души просто хотим что-то сделать. Такой синтез
якутского пения, звука хомуса и тувинского пения горлового, да, и тоже тувинских инструментов разных. Ну и казахские инструменты тоже там будут. И вот такой вот современный стиль. Ну, будет очень интересно, я думаю. Работаем. Но перед отъездом у нее запланирован еще один курс по обучению игры на хомусе. С 8 по 17 тоже дальше открываю курс на 10 дней. И всех зову, желающих научиться играть на хомусе, на нашем волшебном инструменте. Приходите, звоните по номеру 8 914 264 9721. Будет в интернете объявление, по Инстаграму, по Фейсбуку, и ВКонтактах, и где у меня группа ВКонтактах Юлиана Джурьяна. Пишите, звоните, приходите. Всех ждем. Что ж, пожелаем удачи Юлиане и ее ученикам. Пусть волшебные, чарующие звуки хомуса будут вдохновлять не только их, но и вас, дорогие наши зрители. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.